Для населения кабанской культуры характерна прочная оседлость, достаточно высокий уровень сельского хозяйства и развитые ремесла. Например, археологические исследования в Кисловодской котловине показали, что в кабанскую эпоху здесь появились одиночные, двойные или тройные крупные террасы с высокими откосами на крутых склонах. В совершенстве овладев технологией террасирования склонов, кабанское общество получило практически неиссякаемый источник земельных угодий, что создало предпосылки для демографического роста и достижения большой плотности населения в регионе на рубеже позднего бронзового, раннего железного веков. Кабанские поселения располагались на естественно укрепленных возвышенностях. Сержень-Юртовское поселение в Чечне, Змейское в Северной Осетии, на Крестовой горе поселения в Кисловодске и другие. Жилища были наземные из камня и плетеного деревянного каркаса с глиняной обмазкой. На отдельных поселениях прослежены остатки узких улочек, вымощенных булыжником. Строения, как правило, состояли из двух отделений – жилого и хозяйственного. В хозяйственной половине открыты остатки домашнего производства, косторезного, камнеделательного, гончарного. Особо выделяются сооружения, связанные с металлообработкой. В ареале кабанской культуры обработка железа велась уже в начале первого тысячелетия до нашей эры. Ремесленные мастерские, как правило, были обособлены от жилых кварталов, наблюдается специализация металлургов, литейщиков и кузнецов. Однако ювелирное дело еще не выделилось в отдельное производство. Сложной представлялась погребальная обрядность. Могильники кабанской культуры располагались вблизи поселений. Захоронения производились в простых грунтовых ямах, в ямах со стенками, выложенными булыжником или плитками, в массивных каменных ящиках, перекрытых целыми или обломками плит. Покойники погребались в скорченной позе на левом или правом боку, с руками, помещенными перед грудью или перед лицом. В могиле помещались глиняные и бронзовые сосуды, заупокойная пища, в том числе туши домашних животных. В мужских могилах конца IX рубежа VIII-VII веков до нашей эры иногда вместе с покойником погребался его конь с полным набором узды. В мужских могилах встречаются орудия труда и разнообразное оружие. Сегодня большинство исследователей склонны решать вопрос этнической составляющей кабанцев в пользу именно нахских племен. По Крупнову, после последовательного и неоднократного внедрения ираноязычных элементов в местную кавказскую этноязыковую среду кабанской культуры, стали формироваться основы будущих народностей срединной части Северного Кавказа, чечено-ингушей и осетин. Согласно Абаеву, осетинский язык – это иранский язык, формировавшийся на кавказском субстрате, и этот субстрат является общим для чечено-ингушского и осетинского языков и родственным чечено-ингушскому языку. Правда, археолог Техов в полном противоречии со своими же предыдущими положениями стал вдруг относить носителей кабанской культуры к индоарийским племенам без какого-либо приведения новых материалов. Как было отмечено учеными, все это, безусловно, лежит в сфере не науки, а политики. Марковин считает, что современные осетины в древности также были нахами, а затем долгое соседство с аланами и их влияние лишили их родного языка, и они стали называться осетинами, а другая часть – нахами, которые сохранили свой язык. Кузнецов также приводит к выводу о проживании древненахских племен на территории Центрального Кавказа – до проникновения в эти места ираноязычных племен.
Виноградов, указывая на существование в пределах кабанской культуры вполне зримой этнической общности, полагает, что единым языком этой общности, представленным во множестве более или менее близких диалектов, был протонахский. Помимо этого, он делает весьма важное замечание о том, что постоянное акцентирование процесса дробления кабанской этнической общности на дочерние этнографические группы не снимает вопроса о наличии у кабанцев общего самосознания, а также и собирательного названия. Указывая на то, что аборигенное население, создавшее кабанскую культуру, приобретает все права этнической общности, Виноградов выдвинул гипотезу о наличии у кабанцев в VII-IV веках до нашей эры общего наименования, которое в определенных условиях отражало самосознание кабанской этнической общности. В настоящее время, похоже, можно говорить о том, что подобная гипотеза находит реальное подтверждение в письменных источниках. Так в Ашхарацуйце отражено общее самоназвание нахов Нахчематиян. В грузинских и античных источниках приведены общие собирательные названия древних нахов – Кавкасиане, Дзурдзуки, Махли, Мосхи, под которыми они были известны своим соседям в первом тысячелетии до нашей эры. Территория проживания нахских племен в то время практически полностью совпадает с ареалом распространения кабанской культуры. Впрочем, следует отметить, что сама постановка вопроса о связи нахского этноса с кабанской археологической культурой не только правомерна, но давно уже подготовлена развитием всей кавказоведческой науки. В относительно недавнем прошлом большинство языковедов были убеждены в глубинном генетическом родстве абхазо-адыгских, нахо-дагестанских и картвельских языков и объединяли их в единую иберийско-кавказскую семью. Однако результаты новейших лингвистических исследований свидетельствуют о необоснованности гипотезы о генетическом родстве указанных языков. Предположения эти базировались лишь на типологических и ареальных совпадениях, что не нашло подтверждения в реконструированной в наши дни праязыковой лексике. Сегодня наука располагает достоверными сведениями о том, что картвельские языки представляют собой особую языковую семью, а пракартвельский язык генетически связан с древними протоафразийскими и протоиндоевропейскими языками. Абхазо-адыгские и нахско-дагестанские, или, как все чаще встречается, нахские и дагестанские языки образуют отдельную языковую семью, так называемую северокавказскую. Их общий протокавказский уровень реконструируется с высокой степенью достоверности. Северокавказская языковая семья имеет в своем составе три группы: западную или абхазо-адыгскую, центральную, нахскую и восточно-кавказскую, дагестанскую. Помимо живых абхазо-адыгских и нахо-дагестанских языков, к северокавказской семье относятся в качестве особых ветвей древние языки Южного Кавказа – хатский, хурито-урартский и этрусский. Как отмечают исследователи, первоначально северокавказские языки занимали не только Северный Кавказ, но весь Кавказ без исключения и многие прилегающие области. Поэтому Арутюнов вместо названия «северокавказские» вводит в научный оборот термин «кавказские» или «исконно-кавказские языки», с чем следует согласиться. Сравнительно-исторический анализ исконно-кавказских языков дает неоспоримые доказательства формирования нахской этноязыковой общности на территории распространения кабанской культуры. Еще Мар пришел к выводу о том, что в древности абхазы, адыги, нахи и дагестанцы занимали территорию всего Кавказского региона от Черного и Азовского морей до Каспийского, и лишь позднее в их родственную среду вклинились грузинские, иранские и тюркские племена.
Мнение Марра, получившее подтверждение в результате новейших исследований, сегодня разделяет большинство специалистов-языковедов. Что же касается нахских народов, их язык занимает промежуточное положение между дагестанскими и абхазо-адыгскими языками, и они проживали на землях, расположенных между дагестанскими и абхазо-адыгскими племенами, то есть в центральных районах Кавказа. Соседство между нахскими и абхазо-адыгскими языками было довольно длительным, что не могло не отразиться на уровне языковых соответствий между ними. Как отмечают языковеды, степень лексической близости между абхазо-адыгскими и нахскими языками обусловлена не только общностью их происхождения, но и длительным сосуществованием. Позже, в результате постепенного занятия ираноязычными и грузиноязычными племенами промежуточных зон между абхазо-адыгскими и нахскими племенами и вызванного этим прекращения непосредственного этнического соседства, процесс дивергенции между языками последних углубился.